Лагай Ильиса. Колесо времени. Амыр мынде мане Бурят ФМ радио шагнашет. Мане студияда Сыдгулшин би Туяна Зандуева, тегет мане холын элшин, халимка хайырхын нырыты журналист Сыдгулшин, блогер Ларри Наранович Илишкин. Амыр сен, Ларри Наранович. Мен сен войну мана Бурятинах нырты би ир икерс байрыл жанау. Би таныты тахин Ханулха ханнаве, бде моно орытхылындары дуғыржы хилхабде, хорылдыхабде юнды бұхыдары маны әлшімні бурят қылы мұғар айлғадық, бде ханнавде маны шағнашытны халмы қылы мұғар айлғағыд, бде моно зұрғадыхя олзы жывайнабде на студияда, тегет бе танытты телефон қылы дұхыве, таныт орынға асуду, бденді құнқудат табжывайхат, тегет СМС Вайберты хашингат бушхыптыгы же. Итак, мы приступаем к нашей 6-й встрече, Ларри Наранович. Я перед этим хочу напомнить телефон прямого эфира 588-300, по которому вам могут позвонить наши слушатели, задать вопросы. И написать СМС на Вайбер и Телеграм по номеру 8-924-457-8908. Итак, еще раз, сегодня Кяхтинский день. День Санголов. У нас Ларри Наранович каждый раз попадает на разные диалекты, и ему это очень нравится, как он сказал. Какие ваши ощущения, Ларри Наранович, когда вы слушаете разные диалекты? Мне очень интересно, вообще интересно. У нас же нет такого, у нас диалекты в калмыцком языке, в аэро-калмыцком языке не так отличаются друг от друга, да, там у вас очень сильно отличается. Поэтому мне, конечно, интересно, особенно я когда послушал вот приветствия на разных, вообще думал, какой-то что-то разные языки, что ли. У нас такого нет. Напоминаем, что в 5-й передаче мы говорили в основном о войне 1812 года, в которой наши братья-калмыки принимали самое активное участие. Вы рассказали очень много интересных фактов, и в том числе о том, какие известные люди в той войне появились в российской истории калмыцкого происхождения. Я бы хотела еще, чтобы немножко мы назад вернулись. Вы уже рассказывали о художнике Федоре Калмыкове, у которого очень трагическая судьба, да, вы говорили, мальчика, которого пленили при исходе калмыков с Волги в Джунгарию. И вот, если еще назад вот вернуться, можете несколько слов сказать о знаменитом контр-адмирале Денисе Калмыкове? Вообще, на тот момент, когда калмыки уходили в Джунгарию из Волги, очень много детей попало в руки русских казаков, по пути очень многие же гибли, и русские казаки отправляли их вот в столицы. Почему? Потому что я уже об этом говорил, почему-то калмыцкие дети тогда были в моде. И вот Федор Калмык, один из таких крещенных калмыков, попавший ребенком в одну из аристократических семей в Петербурге, был подарен каким-то там родственникам в Германию, Саксонию, по-моему. И там он стал знаменитым художником. Вот он расписал церковь в Карлсруhe, допустим. Я уже говорил об этом. Там в Риме он был ведущим литографом, да? Участвовал в сделал зарисовки при раскопках, масштабных раскопках в Греции в те века. Стоит отметить также Алексея Егорова, у него такая же судьба, тоже попал ребенком казакам, попал в Петербург, выучился там, крестился, и впоследствии он стал в XVIII веке руководителем Академии художеств, Российской Академии художеств Санкт-Петербурга. Адмирал Денис Калмыков, он явился прототипом вот фильма «Араб Петра Великого», когда в фильме почему-то показан какой-то там эфиоп, которого послали учиться слугой вместе с богатым отпрыском. Он сам выучился, отпрыск нет, и вот Петр I сделал отпрыска, значит, этого дворянской семьи, выгнал, а вот слугу, он, который все знал в морском деле, он сделал офицером, дал ему сословие, и он дослужился до контр-адмирала. Это был калмык Денис Калмыков. У него такая же судьба. Очень много тогда детей по пути, часть кого российские, русские тогда войска, казаки останавливали, ловили, возвращали на Волгу, да, часть детей-сирот отправляли вот в столицы, поэтому вот они там сумели проявить себя.
Мгм. Ну, поскольку нас также очень много слушает и наших братьев-калмыков, поскольку каждая передача выходит потом в записи на YouTube-канале Бурят ФМ. Очень много отзывов приходит к нам от калмыцких слушателей. Я бы хотела добавить, что у нас общая судьба еще и в те века была. У нас тоже был знаменитый бурят крещеный Михаил Сердюков, который построил Вышневолодский канал, который поставлял в строящийся Санкт-Петербург вот товары, грузы, да. Но он, видимо, был пленен уже в том возрасте, когда помнил родителей, и он помнил, что на самом деле его зовут Бараной Мигенов, и что он был захвачен тоже казаками и продан потом в Сибирь купцу Михаилу Сердюкову, который ему, в принципе, и дал свое имя, фамилию. А на самом деле он Бараной Мигенов, и сейчас в городе Вышний Волочек стоит памятник вот буряту Михаилу Сердюкову вместе с Петром Первым. Да, и в одной из книг написано почему-то, что он калмык, поэтому, я думаю, не будем спорить. Да, давайте не будем спорить. И давайте мы теперь завершаем ту тему 1812 года, переходим уже к 20 веку. Давайте начнем с того, в каком состоянии находились тогда калмыки вот к началу 20 века. Начну с того, что по переписи 1891 года калмыков в Российской империи уже было 198 тысяч, да? То есть сравните, в 1771 год, когда ушли, осталось в России 50 тысяч. Население очень быстро росло. Значит, по данным Бернштама, в начале 20 века у калмыков была вообще чуть ли не самая высокая рождаемость в мире. Он каким-то образом высчитал, что у нас на 1000 женщин было 287 рождений в год. И население очень быстро росло, и к Первой мировой войне калмыков уже было примерно 280-300 тысяч. Если бы такими темпами росло бы дальше, я думаю, калмыков сейчас было бы 1,5 миллиона, не меньше. Но, опять же, этот период гражданской войны в нашей истории имеет такой же негативный оттенок, трагический оттенок, как и многие предыдущие события до того. Я бы сравнил это и с исходом 1771 года, сравнил бы с геноцидом мандюр в отношении джунгар. Там погибло примерно в гражданскую войну, забегая вперед, скажу, где-то половина народа погибла. Потому что основные события гражданской войны разворачивались именно вот на юге России, где как раз жили калмыки. Что касается положения калмыков на тот момент, калмыцкая территория, калмыки пользовались особыми экономическими льготами на тот момент. Значит, если это был единственный народ, чьи земли не отчуждались в пользу государства, в пользу государственной казны. То есть это были навечно принадлежащие земли калмыцкому народу. Вот о чем мы говорили раньше, да, когда после того, как Екатерина все полномочия у калмыков отобрала, когда калмыки, у оставшихся после ухода, Павел I вернул. И в том числе вот сделал неотчуждаемыми земли калмыков. Такие привилегии имели только казахи Астраханской губернии еще. Все, больше 2 народа. Калмык в среднем имел 37 гектаров земли. Для сравнения, русский казак на Дону 7 гектаров, а простой крестьянин, допустим, в Ставропольской губернии 3,5 гектара. Вот видите, да? Поэтому понятно, что в подавляющем своем большинстве калмыки пошли против советской власти. Против вот этой уравниловки, Калмыки спокойно отдавали в аренду там русским крестьянам, переселенцам из Украины, Воронежской области. Переселенцы из Эстонии даже были, да? Немецкие поселения у нас были. Им отдавали в аренду земли, небольшая аренда, все имели, и всем было прекрасно. Но когда пришли большевики и сказали: делитесь, естественно, калмыки это не восприняли. Особенно это не восприняли донские калмыки. Мы опять немного забежали вперед. Давайте вот вернемся к началу 20 века. Калмыки, получается, относились к казачьему сословию, да, с особыми привилегиями, льготами. Вот донские калмыки, да. А остальные калмыки? Остальные нет. Остальные вошли в казачье сословие во время, вот в 18 году, когда князь Данзан Тундутов выступил инициатором вхождения всех калмыков в казачество. То есть этим самым он хотел объединить все силы в борьбе с большевиками. Кстати, Данзан Тундутов
в сентябре 19 года съезд, по-моему, съезд калмыцкого народа объявляли о независимости Калмыкии. В 17 года, в сентябре 17 года, по-моему. Поэтому вот в 17 году, в принципе, мы могли бы отвечать столетие независимости, да, Калмыкии. Но она и просуществовала недолго, конечно. Я хочу сказать о том, что на тот момент события развивались таким образом, что были два лагеря у калмыков. Значит, те, кто в составе России с казачеством, и независимость полная. Вот Данзан Тунутов принадлежал к тем, кто был в составе России вместе с казачеством, поэтому выступил инициатором вхождения всех калмыков в казачество. Но, тем не менее, это в какой-то момент не помешало им объявить о независимости, поскольку смута была в то время такая, что, наверное, на тот момент калмыцкая элита видела, может быть, они шантажировали временное правительство, может, еще что-то, да, но факт остается фактом. Угу. Так, смотрите, мы все время вперед забегаем. Я вот хочу вернуться к земельному вопросу. Вот очень интересно, вы сказали, что 37 гектаров имели калмыки, да, тогда, получается. Я почему об этом говорю? Потому что все-таки с момента вхождения в Россию наши народы, все-таки мы были в составе одной страны, да, в какой-то степени у нас история начинается общая. Я почему это говорю? Потому что, допустим, в начале 20 века на бурятских землях земельный вопрос очень сильно обострился, потому что царское правительство проводило волостную реформу и начинало изымать земли, так называемый колонизационный фонд для переселенцев, да. И тогда впервые, наверное, буряты, в том числе даже бурятская элита, они впервые восстали против правительства. То есть там они сначала делали это мирно, писали петиции, даже ездили к царю, который их не принял, да, были бунты, прошения и так далее, да. А у калмыков, получается, такого вот не было, да, земельных бунтов в начале 20 века. Я же говорил, что народ, который один из двух народов, которому земля принадлежала полностью, то есть она не имела права переходить в собственность государства. То есть таких проблем не было. Проблемы начались именно после революции, да. И я сейчас расскажу такой знаменательный случай, вот, который ярко показывает вот эти обострения. Значит, когда началась Первая мировая война, потом революция, и с фронта побежали многие, как на Дону их называли, кацапы и прочее, да, то есть не казачье население. Угу. Крестьяне побежали с фронта. Казаки, как более верные царю и отечеству, в том числе и калмыки, на фронте оставались еще долго. И когда вот, я уже говорил, что на Дону было 13 калмыцких станиц, и вот Заметно-Платовская тоже там очень много калмыков жило. И когда калмыки возвратились с фронта, казаки донские, им стали жаловаться. Они пришли вообще в новую реальность. То есть советы уже крестьяне создали там какие-то свои советы, отобрали всю землю, которая у них была, там скот, заставили там делиться, что-то там, как бандиты, пользуясь там какими-то декретами, да, вот помните, и пользуясь тем, что все мужчины, калмыки, были на фронте. И, естественно, калмыкам это не понравилось. И калмыки собрались, фронтовики, и во главе с Исаулом Сарсиновым они собрали вот этих пробольшевистски настроенных крестьян, вывели за околицу, 300 человек расстреляли. Угу. И после этого, когда вспыхнула гражданская война на Дону, вот как белые не брали в плен буденовцев, вот так же красные не брали в плен калмыков. Сначала не брали в плен платовских, потом уже всех калмыков в плен не брали, да? И вот все началось вот именно вот с этого случая. То есть это яркий пример того, какие противоречия были. То есть калмыки не хотели отдавать своего. Тем более их никто не спрашивал. Просто забирали землю и все. Еще раз повторюсь, что в царское время правительство России относилось к калмыкам уважительно. Угу. Ну, я бы не сказала, что неуважительно относились к бурятам. Я вот тоже хочу сказать, что и Селенгинский казачий полк, он принимал участие в обороне Севастополя, да, и помогал присоединять Амур, допустим, к
наши джидинские буряты-казаки ездили и так далее. Но в начале 20 века все-таки у нас несколько, видимо, другая история. Здесь уже была построена Транссибирская магистраль, да, строилась, и земельный вопрос очень сильно обострился, например, в начале 20 века у бурят. А вот смотрите, после Первой русской революции 1905 года царь вынужденно ввел свободу вероисповеданий. И тогда наши, очень много крещенных бурят тоже было, они начали массово переходить в буддизм. То есть они не возвращались в шаманизм, а именно массово переходили в буддизм. Вот как вы думаете, почему? Потому что на тот момент все-таки буддизм тоже была, как бы, нельзя сказать, что она официально в России была государственной религией, но она поддерживалась государством, потому что все-таки это религия единения. И, у нас такой вопрос не стоял вообще. Вы сами знаете, что у айратов в середине почти 17 века уже шаманов не было. То есть чисто один буддизм был. И это государственная религия всех айратов была. И были специальные указы калмыцких ханов о запрете совершения всяческих обрядов, кроме буддийских. И за это полагалось телесное наказание, огромные штрафы. И эти указы, кстати, еще никто не отменял, потому что отмены религии советской властью для калмыков это не считается легитимными. Поэтому у нас такой вопрос не стоял. Наверное, всегда хотят уходить туда, где сильнее, где что-то более качественное и более понятно, да, людям. И я думаю, что на тот момент как раз-таки, вот как раз и построились, когда совместно буряты и калмыки в Петербурге. Да, Санкт-Петербургский Дацан. Да. И я это видел, там Агван Даржиев очень часто в то время ездил в Калмыкию, потому что Калмыкия, в принципе, недалеко. И, кстати, я потом расскажу одну историю про него в Калмыкии, очень интересную. Да. Ну, я хочу напомнить, что Агван Даржиев как раз вот в начале 20 века он ездил по Иркутской губернии, по областям, да, и вот там начали появляться дацаны. Это еще было очень важно. Вы до этого говорили, что у калмыков каждый ребенок обучался грамоте. Понятно, что он обучался Тадо Бичик, да, это же при Хурулах, наверное, были школы. И то же самое было у бурят-буддистов, то есть ребенок в дацан шел не обязательно стать ламой, то есть он там обучался старомонгольской письменности. У айратов с принятием буддизма обязательно образование для мальчиков вне зависимости от сословия стало обязательным. То есть все мальчики это будущие воины, должны были учиться разным наукам, потому что буддийские ламы, до революции вообще буддийских лам у нас называли, вообще обращались к бакше, да, учитель. То есть, и до сих пор так обращаются. Сейчас это просто вот немножко как бы слишком много людей уперлись в обряды. Но обряды это, 5% от буддизма, может быть, даже меньше, да? В основном это учение, это науки, это прочее. Это развитие, это образование, да? Это книги. Почему в буддизме считается даже вот газету простую нельзя бросить на землю? Потому что там есть буквы, а из букв состоит слово, а из слов состоит наши знания написанные. Поэтому вот по-буддийски нельзя это даже делать. Надо к слову, к буквам относиться с уважением. Я не знаю, еще покажите мне какую-нибудь другую религию, которая вот это все так уважает, да? И конечно же, я думаю, те, кто стремился к образованию, те стремились и к буддизму, потому что нельзя вечно быть необразованным, иначе этнос проиграет международную конкуренцию. Да, я вот хочу напомнить, что тогда образование, мы сейчас говорим именно о буддийском образовании, потому что, чтобы обучаться русскому языку, тогда в начале 20 века буряты должны были креститься, тогда они могли учиться в церковно-приходской школе, да, и крещенные буряты, они вот тоже внесли, конечно, большой вклад в науку. Тот же Матвей Хангалов, известный этнограф, да, он у нас крещенный бурят. И таких было достаточно много. Вот какой процент крещенных калмыков был на тот момент, к 20 веку? Я читал цифру, там где-то чуть больше 3000 было вот этих ставропольских калмыков, о котором я говорил, Ставрополь на Волге, Тольятти, город нынешний, да. Первое поселение было 8 тысяч крещенных калмыков, да, но потом почему-то их осталось 3600, что ли. Но, видимо, все-таки убегали. Там написано, что у современников многие калмыки убегали оттуда. Видимо, может быть, крещенные были насильно, может быть, не понравилось им быть крещенными и прочее. Они же видели, что они исчезают просто-напросто. И они так и исчезли.
крещеных калмыков сейчас вот оренбургских не осталось, они все ассимилировались среди своих единоверцев православных, да? То есть, может быть, какие-то фамилии остались, калмыков там и прочее есть, но самих-то калмыков там как этноса нет. То есть, это говорит о том, что вот эта буддийская вера помогла нам сохранять. Ведь никто не будет спорить с тем, что мировые религии очень легко, как нож сквозь масло, входят вот в шаманские религии, так скажем. Но это же, это никто не может отрицать. Кто хочет со мной поспорить, давайте сядем и поспорим. Я вам расскажу, как христиане спокойно христианизировали население индейские в Америке и прочие туземцев. Но они с нами, калмыками, ничего не смогли сделать. Уничтожали, ломали через колено, выбивали нас буддизм, не выбили. Потому что все-таки основа буддизма более мощная, более серьезная, более исякюсны наши намного сильнее духов других. Ну, то есть я хочу вернуться к тому, что после того, как царь разрешил свободу вероисповедания, калмыки тоже начали массово обращаться из христианства в буддизм, да, возвращаться? Как буряты. Нет, было. У нас как было? У донских калмыков, допустим, они говорили, вот сейчас ты получишь больше земли, крестись там, да? Калмыки крестились. Получали земли. Получали земли и до свидания. Тут же. Они опять шли в свой храм. Это как бы, даже смешно было. Потом уже правительство это плюнуло, и даже вот появилась желтая полоса на донском флаге донского казачества, это значит знак желтой веры. Потом появились буддийские ламы в казачьих частях именно для калмыков. Ну, у нас было несколько другое, но тоже там могли там несколько лет не платить налоги, там какие-то привилегии получали крещенные буряты, особенно вот к западу от Байкала, да? Я сейчас секундочку прерву, пока не забыл. Я вот хочу пример поставить Шри-Ланку, да? Буддийскую Шри-Ланку. Она приняла буддизм еще во времена Будды. Это страна, которая никогда не теряла независимости. Это вот информация для тех, кто говорит, что буддизм ослабил, да? Маленькая Шри-Ланка никогда, она всегда стояла и... Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Были такие в истории случаи, когда они с голода умирали, но веры не теряли и независимость не теряли. Так вот, когда англичане все-таки на побережье закрепились, но внутрь страны не смогли пробраться, но они стали иметь большое влияние на страну эту, да? И они стали по побережью открывать христианские школы и загонять туда вот ланкийских детей с целью их христианизации. Ланкийцы, богатые ланкийцы на тот момент стали вкладывать свои средства, в том числе и в эти школы, так, втихую. И в итоге эти школы стали буддийскими. Вот это и есть основа буддизма. Это очень сильная основа. Ну, я хочу тоже как пример привести знаменитого крещенного бурята Петра Бадмаева, врач, который врачевал и царскую семью, да. Да, он принял христианство, но ведь он лечил людей по канонам тибетской медицины. Ну, конечно. Я сейчас тоже опять, забегая вперед, пока не забыл, скажу, в связи с Бадмаевым. Он личный царь Николая II же был, личный врач Николая II был же. Да. Вы знаете, что его внучка, по-моему, была прямой балериной польского балета. Да, я слышала об этом. И когда ставили в 90-м году оперу «Балет Джангар» на сцене вот вашего Бурятского театра, да, в честь 50-летия калмыцкого эпоса «Джангар», ставил польский режиссер. И он разговаривал с моим отцом, и он сказал про эту польскую балерину, и что у него есть журнал 50-х годов, где она на обложке, и вот интервью с ней. Я, говорит, вам привезу этот журнал. И он привез следующий приезд, и там интересная такая история была, когда ее отец, вот потомок Бадмаева, он участник Варшавского восстания 1944 года. И когда восстание немцы подавили, шли расстрелы и прочее, и вот он вспоминает, говорит, в интервью это написано балерина, подъезжают азиаты в немецкой форме, увидели азиата, подъезжают и спрашивают, кто по национальности? Он говорит, бурят. А это были, оказывается, калмыцкий кавалерийский корпус, который за немцев воевал. Он участвовал в подавлении Варшавского восстания. Они спрашивают, вере не изменил? А он говорит, нет, не изменил, и прочитал буддийскую молитву. И они сказали, тогда пойдем с нами. А он спросил, а как же немцы, не обращай на них внимания?
И они забрали, вы пошли, немцы слова не сказали. Вот такая вот тоже интересная история. Ну, я думаю, об истории, об участии калмыков во Второй мировой войне мы отдельно обсудим, когда к нам придет время. Мы опять возвращаемся к началу 20 века. Вот мы с вами это обсудили, да. Про Петра Бадмаева я вот хочу добавить, что он пытался, открыл даже училище, гимназию, где пытался обучать бурятских детей, которые вот не могли же, получается, они получить такое европейское образование у себя, да. Но там ставил он условие, что надо креститься, принимать христианство, и некоторые отказались и вернулись домой. Среди них это будущее вот наша элита бурятская, которая создавала автономию. Ну, давайте вернемся опять. Вы про Агвана Доржиева сказали, да? Давайте вот осветим общее для нас святыня, да, Санкт-Петербургский Дацан, в которой принимали участие в строительстве не только буряты, тибетцы, калмыки. По-моему, Далай-лама присылал тоже, да, личные средства. Калмыки средства собирались. Говорю, Агван Доржиев не раз приезжал по этим вопросам в Калмыкию. В общем, это было такое коллективно общее дело, очень важное дело, потому что в столице буддийский храм это было впервые, да? Да. И вы, наверное, знаете, я в 90-м году побывал. Я причем, вот ничего случайного не бывает. Значит, у меня вот большая кармическая связь с дхармой, да, с буддийским учением. Я с одной американской калмычкой, она в 90-м году на 550 лет Джангара приехала и попросила меня сопроводить ее в Петербург. Она хотела Эрмитаж посмотреть. И мы заодно зашли посмотреть этот Дацан. И представляете, вот в этот момент, когда мы пришли, там находилась какая-то лаборатория, и в этот момент они выезжали, а буддийская община завозила вот буддийские принадлежности. Mm-hmm. Вот мы попали как раз в этот момент. Вот я тоже спустя годы подумал об этом. Наверное, не зря это все Секюсны меня туда привели. И я бы хотел на будущее тоже рассказать про этот Дацан. Ведь во время войны там находилась радиостанция, по-моему. Да, радиостанция. Немцы бомбили тот район, никак не могли попасть в Дацан. Это что-то о чем-то говорит. Да. Угу. Напоминаю, наш телефон прямого эфира 588-300. Вы можете звонить, задавать вопросы нашему гостю или писать смс на Viber и Telegram по номеру 8-924-457-8908. Сегодня наш гость из Калмыкии Ларри Наранович Илишкин. Мы обсуждаем начало 20 века. Мы сейчас говорили о том, как вместе все-таки буряты, калмыки, тибетцы присылали средства. Впервые тогда в столице Российской империи, вообще впервые в Европе, да, можно сказать, появился вот такой большой буддийский храм. Вот скажите, Ларри Наранович, а на тот момент кто возглавлял вот духовенство в Калмыкии, как оно называлось? Вот, у нас Хамбулама назывался, Забайкальского края там. У нас Шажилама. Но Агван Доржиев, вот я опять напомню, он приехал в Калмыкию как-то, и у нас вот в местечке Кичунос, вот, о котором мы говорили в этом, был такой мальчик, про которого он услышал, и поехал в Кичунос. И этот мальчик, маленький, в подробностях рассказывал, хотя он со своей, со своего нутуга никогда не выезжал, но он в подробностях рассказывал о расположении комнат во дворце Патала. И Агван Доржиев его забрал с собой, отправил в Тибет, и вот он стал одним из, после Далай-ламы, он стал самым молодым Гишел Харамбой, в 24 года стал. Это Гишев Ангел? Нет, это Бадмы его звали. Так вот, он стал автором труда, единственного труда калмыцких священников буддийских, которые попали вот в мировую буддийскую сокровищницу, да? Он по-калмыцки в стихотворной форме написал трактаты для священников и для мирян. И когда он вернулся после учения из Тибета, он увидел, как наши многие священнослужители перед революцией, кстати, это тоже было одной из причин, да, вели себя неподобающим образом, не по-буддийски. И он это все отразил в стихах. То есть он прямо указал нашему духовенству о том, что вы неправильно себя ведете. То есть вот эти беличьи шубы, да, вот эти машины, автомобили, уже монастыри стали обзаводиться собственными огромными стадами, там имели, на тот момент автомобили очень дорого стоили. То есть они стали материально зависимыми. А он чистый лама был. Поэтому, и, кстати, он погиб
при загадочных обстоятельствах, в 17-й год это уже был, перед революцией, и он в Петербурге каким-то образом попал под поезд. Может быть, даже его и столкнули, да? Но, видимо, это уже не его время было. Это уже Шоум-Тацак, да? Время очень смутное. И поэтому вот, видите, связь, да? Агван Доржиев именно нашел этого мальчика и повез в Тибет, отправил. То есть связь такая, опять же, что нас объединяет бурят и калмыков за 6 тысяч километров? Даже в то время, когда сейчас можно на Победе долететь за 5 тысяч, да, и за 7 часов. Тогда неделями, месяцами добирались, да? Да. Тем не менее, что наши народы объединяло? Буддизм. Одно дело быть кровными братьями, да? Но кровные братья, бывают, друг друга головы режут, да? А все-таки религия – это намного сильнее связь. И вот калмыки и буряты, вот эти века, они доказывают именно, что нас объединял буддизм. Если бы представители другой религии были, я думаю, что калмыки и буряты бы не общались бы вообще. Возможно даже. Неинтересно было бы. А вот именно общее дело, общий дацан, да, вот в Питере, очень сильно объединил. Агван Доржиев не раз приезжал именно в Калмыкию за поддержкой. И калмыки оказывали всякую поддержку, потому что они тоже были заинтересованы. То есть единая вера, один народ. Если мы действительно говорим, что калмыки и буряты один народ, у нас должна быть единая вера. Скажите, вот у нас буряты, получается, вплоть до гражданской войны, они ходили в паломничество в Улан-Батор, ну тогда это Урга называлась, Багдугугэну поклоняться. Многие в Тибет ходили в паломничество. Калмыки ходили в паломничество вот в эти места? Да, и это очень считалось очень престижным, потому что все-таки это не как сейчас можно долететь. Тогда эта дорога была дальняя и была сопряжена с большими опасностями. Я вот, допустим, напомню поход калмыков по заданию лично Николая II, да? В 1904 году англичане вторглись в Тибет. И оттуда у них открывалась прямая дорога в Среднюю Азию. То есть прямая угроза Российской империи. И Николай II лично принял делегацию калмыков, которые должны были отправиться в Тибет. Лама и несколько офицеров донских калмыков. Он их принял, и Дамбо Ульянов Лама. Лично он даже, как он в дневнике у царя было написано, он даже сдвинул свои другие встречи, аудиенции, и принял калмыков. И они пошли в Тибет. И вот эта дорога была очень сложная. Там один из офицеров умер по пути. Это хорошо, что в Синьцзяне наши айраты сородичи еще помогли. Там они прошли дальше. И за ними непальцы, которые были всегда вот как бы при англичанах, да, они в Тибете очень внимательно следили за нашей делегацией. Но Дамбо Ульянов был очень серьезный уровень лама, поэтому он своими познаниями в буддизме доказал свой уровень, к нему даже уже стали приходить послушать его. В общем, он усыпил бдительность. Через какое-то время вернулась разведка российская в Петербург, и эти сведения, как пишут в книге, сыграли огромную роль. То, что нет, калмыки добыли такие сведения, что нет опасности от англичан в сторону России, поэтому Николай II смог перекинуть войска со Средней Азии на Дальний Восток, где намечалась война с Японией. Поэтому эти сведения очень серьезные. Вот такие есть. И там еще интересно, говорят, там не написано было, что во время пребывания калмыков в Лхасе были странным образом погибли 4 руководителей английской резидентуры. Это тоже интересный факт такой. А напомните, пожалуйста, каким образом в Тибет попадали из Калмыкии? Тоже так же, как вот раньше в Джунгарию шли через казахские степи, да? Да, это очень опасное было предприятие. Тибет. Очень опасно. Тем не менее, туда шли люди закаленные, уверенные, смелые, какими могут быть только буддисты. Чтобы туда добраться, нужно быть либо великим путешественником, у тебя за спиной которого большой опыт и большие деньги, снаряжение, либо ты должен быть серьезный буддист, монах, готовый к такому путешествию, особенно морально.
Когда ты не боишься, что по пути тебя могут убить, те же разбойники другой веры, да, которым там как бы все равно, кто ты. И у нас вот, вы знаете, одинокое дерево есть. Да, я была там, святыня, одинокий тополь. Он второе место, по-моему, занял недавно. Вот, проиграли мы кому-то там, какому-то там месту. В конкурсе деревьев, да, вот. И вот это дерево, росточек, семя принес... В посохе принес наш буддийский лама из Калмыкии и посадил. Это в 19 веке до сих пор растет. И причем те, кто неверующие, могут пойти и посмотреть. Это дерево единственное, там даже немцы были, не срубили ничего. И бывают такие моменты, когда ветки сухие. Вот был момент, пару лет назад, по-моему, очень много было сухих веток. И в дерево ударила молния, и эти сухие ветки отлетели, и крона опять нормальная такая. То есть вот, ну, что-то мистическое в этом есть, конечно. Да, я была вот туда ездила, действительно, это очень впечатляет, когда вот в ровной степи, и вдруг такое дерево очень мощное. Там два источника. С одной стороны, этого дерева источник серный такой, для желудка полезный, и тут же справа, недалеко, источник с аршана, с обычной водой. Тоже, место тоже очень интересное. И этот человек, этот лама, сходил в Тибет в то время. И посадил там. Да, и посадил дерево. По-калмыцки целебные источники тоже аршан называется? Да. Точно так же. Большое спасибо. Напоминаю, что телефон нашего прямого эфира 588-300. И сейчас мы прервемся на песню. Перед этим я хотела бы напомнить, что у нас в гостях Ларин Аранович Илишкин, известный калмыцкий блогер и журналист. И затем мы продолжим говорить о событиях 20 века. Свою выйду и песню сложу о том, что я ветром привольно дышу, о том, как мираж меня вдали зовет, о том, какой славный живет здесь народ. Солнце расскажет, споют кобыли о том, как однажды по краю земли хочу я, как ветер из дальней дали, сюда в эти степи калмыки пришли. Калмыки сильны и мудры, жестокие, а к добрым добры. Немало скитаний, немало невзгод с тех пор перенес мой отважный народ. Осталось нас мало с тех давних веков, но мы никогда не боялись врагов. Мы этим гордимся и этим сильны, калмыки и вольной родные сыны.
продолжаем наш прямой эфир с известным калмыцким блогером Ларием Нарановичем Илишкиным. Ларий Нарович, о чем, понятно, песня о чем? Кто автор этой песни, кто ее поет? Поет ее Вячеслав Убушеев, кстати, к сожалению, его уже нет, молодым, ушел из жизни. Он вообще популярный певец у нас был, пел хорошие песни. И вот это одна из тех песен, которая поднимает наш дух. То есть вы, наверное, заметили, что калмыки любят такие патриотичные песни. Да. И я думаю, что и бурятам бы не помешало побольше таких песен. Да, обязательно, действительно. Мы продолжаем говорить, подводим к революции 17 года, говорим о предшествующих событиях и говорим о том, что мы только что говорили о Санкт-Петербургском Дацане, который был построен совместно бурятами и калмыками, в том числе помогал Далай-лама, и говорили о роли Агвана Доржиева, великого бурятского ламы, который добился того, что стал учителем Далай-ламы XIII. И вот сейчас вы рассказали, наверное, малоизвестный для бурят факт, что калмыцкая делегация ездила, встречалась перед этим с Николаем II. А я хочу напомнить нашим слушателям, в том числе калмыцким, что Агвана Доржиева британское правительство объявило российским шпионом и очень крупную награду за его голову назначило. Вообще, грамотные, очень высокообразованные буддийские ламы всегда были нужны империи, потому что все-таки такими знаниями обладать. Я скажу больше, наверное, все правители все-таки в какой-то мере опираются на буддизм, даже если они православные. Потому что все-таки те сакральные знания, которые имеются в буддизме, они для высокообразованных, коими всегда являются руководители империи, какие бы ни были, они всегда известны этим. Это может быть неизвестно даже человеку, которому калмыку или буряту, который считает себя буддистом, но где-то живет в глубинке. Но это точно известно элите. И давайте напомним, что в те времена Тибет ведь был закрыт для иностранцев, да? Вот именно поэтому проблемы начались с того, что вот именно в Дхарме, вот в Санхе, в буддийской общине Калмыкии проблемы начались именно из-за того, что Тибет для калмыков был закрыт, то есть еще со времен Екатерины, чтобы не общались там с далламой, и поэтому, варя собственно соку, у нас калмыки ламы стали более материально зависимыми, то есть они начали отходить от канонов буддийских, о чем мы говорили, вот мальчик, который нашел Агван Доржиев, который стал потом Гишел Харамбой, в историю вошел как второй. Ведь Гишел Харамба, чтобы получить, 21 год учится, чтобы надо потом экзамены сдать, а он 24 года уже стал Гишела. То есть только Даллама моложе стал. И его нашел Агван Доржиев. Вот в чем связь. И он приехал и первым открыл глаза на то, что вот наши ламы себя неправильно ведут, на тот момент. И поэтому что была закрыта связь с Тибетом, где основное учение находилось там, чтобы кто ни говорил, И, кстати, Дасан был построен в 1915 году. Не 13? Нет, в 15-м. И несмотря на то, что уже шла Первая мировая война, тем не менее, это говорит о том, что не на государственные средства было построено, все-таки на средства калмыков и бурят. Да. Давайте тоже отметим, что не сразу там давали место, долго волокитили это дело. Понятно. Очень непросто было на самом деле. Всегда есть препятствия. Да, всегда были препятствия, в том числе черносотенные газеты тогда выступали против появления, как они говорили, идольского капища, что ли, называли. Да, и сейчас черносотенных таких тоже в умах полно у людей. Почему? Потому что даже вот когда было землетрясение в Непале, в наш Хурул на имейл пришло послание от одного такого черносотенца, не знаю откуда, который нечего поклоняться демону. А Непал, вообще-то, это индуистская страна. Там 10% всего буддистов, И, кстати, вот эти жертвоприношения индуистские, которые раз в 5 лет они 200 тысяч голов скота приносят жертву. Буддисты, кстати, наоборот, их предупреждали: ребят, не надо кровавых жертвоприношений. Рано или поздно это вам вернется, потому что вы подкармливаете вредоносных, кровожадных духов. И вечно их подкармливать нельзя, они все равно когда-то захотят еще что-то. Вот наказание пришло это. Причем индуистские святыни рухнули, а буддийские-то
остались. В том числе вот эта ступа XIV века, буддийская. Ага. Ну, мы переходим теперь к Первой мировой войне. В 1914 году началась Первая мировая война. Какое участие в ней приняли калмыцкие наши полки, калмыцкие воины? Калмыки приняли, опять же, активное участие, особенно донские калмыки, потому что они, в сословие казачьего входили, это сама их условия жизни их заставляли, потому что казак это крестьянин военный, да, военно обязанный. Ну, допустим, Данзан Тундутов, тот же, о котором я говорил, он был адъютантом великого князя Николая Николаевича, командующего Германским фронтом, затем он командовал Кавказским фронтом. Потом первым, по сведениям волгоградского краеведа Макацкого, первый кавалер ордена Святого Георгия 4 степени в Первую мировую войну был калмык из донских калмыков, казаков, станицы Кутейниковская, по-калмыцки это Кюда, да, Кюдовская, Середан Сынович Бургудуков. 24 августа, по-моему, 1914 года он спас командира полка в бою где-то в Пруссии, и за это вот получил. И в 1915 году он тоже совершил подвиг, когда вынес с поля боя раненого Харунжева там. Ну, в общем, он такой смелый был. И у него судьба, конечно, очень трагична. Он из бедной семьи, поэтому он принял сторону красных во время гражданской войны. И когда на Дону поднялось восстание, там многие красные же были расстреляны, в том числе и вот и Бургудуков. Причем калмыки все-таки с уважением относясь к тому, что он калмык, воевал, там, смелый, отказались его расстреливать, и сказали этим русским казакам сами, потому что, хоть он и враг, но все-таки к этому врагу какое-то уважение. Но я скажу, не ко всем так относились калмыки к своим сородичам, кто принял сторону красных. Они считали их предателями, даже бывали случаи, когда даже их родители убивали. Ну, чуть попозже мы вернемся к гражданской войне. В Первой мировой войне, вот вы сейчас сказали, что георгиевский кавалер, да, георгиевскую награду получил. Я почему-то думала, что это только христианам давали. Нет, это всем давали, это же военная награда, это же не религиозная награда. Но Святой Георгий, как бы... Ну да, но она в России считалась военной наградой, поэтому они же не будут вводить, царь не вводил бы награды для буддистов, для мусульман отдельно. Это военная награда общероссийская считалась, как бы. Ну, я тоже хочу нашим слушателям напомнить, что воевали и буряты в Первую мировую войну, Забайкальское казачье войско, и в том числе там отличился будущий атаман Семенов. Тоже получил георгиевскую награду он у нас в Первой мировой войне. Ага. Как восприняли калмыки революцию 1917 года? Вот переходим, да, после я уже говорил, войны. Имея такие привилегии экономические, естественно, восприняли плохо. И у того же Бернштама написано, что единственный народ, который практически полностью пошел против советской власти, это были калмыки. Ага, к нам в прямом эфире звонок. Алло, здравствуйте. Алло, слушаем вас. Сэмбана. Скажите, пожалуйста, вот сейчас идет передача про калмыков, и блогер калмык. Кто фамилия, имя, как поинтересоваться? Я не услышала, очень быстро сказали. Ага, Ларин Аранович Илишкин. Илишкин? Ларин Аранович, да. Ага, пожалуйста. Вопрос будете задавать? Нет, я слушаю, очень интересно он говорит. Ага, спасибо вам. Слушаем дальше внимательно. Ларин Аранович Илишкин, известный калмыцкий блогер, в прошлом журналист. Ларин Аранович, переходим дальше. Понятно. Смотрите, очень много в советское время цитировали Владимира Ильича Ленина, да, как бы нашего основателя Советского Союза, который, говоря об автономиях, да, как решить национальный вопрос, говорили, что в первую очередь для калмыков и бурят-монголов. Вот почему он сделал акцент на них? Есть такая одна смешная, не смешная версия, говорили, это потому, что у него дедушка был калмык, да?
что отец отца его был калмык крещенный. Насколько это верно? По-моему, Мария Ташагинян написано, или у кого-то еще там, что там, да, в роду. Говорухин говорил, что у него адская смесь кровей, да? Еврейская, немецкая, калмыцкая, там, и удмуртская. Там, у Станислава Говорухина? По-моему, да, он говорил в свое время, в 90-е годы, в «Аргументных фактах», по-моему, он писал, что адская смесь кровей. Ну, не будем, не знаю, не могу утверждать. Если нет, вполне возможно, посмотрите, какие у него скулы, черты лица, да. Но факт остается фактом. По-моему, он к единственному народу, к которому обратился, это были калмыки, когда он написал воззвание: «Да, братья калмыки, судьба вашего народа в ваших руках». Ленин написал? Ленин написал, да, именно вот в гражданскую войну. То есть он хотел, чтобы калмыки на сторону красных перешли, потому что на юге, я еще раз повторюсь, разворачивались основные события гражданской войны, и вот, что называется, под замес попали калмыки. Причем калмыки же попали на стороне белых. И представляете, что было, когда красные уже стали побеждать, что с калмыки творилось. Я сейчас вот расскажу эти моменты, чтобы наши бурятские братья поняли, насколько калмыкам было тяжело в то время, да. Естественно, калмыки не хотели терять свои экономические преимущества, естественно, выступили против уравниловки, против советской власти. Тот же Донзан Тундутов создал дивизию астраханскую, в которую ходило там 2 калмыцких полка. Да, эти 2 калмыцких полка атаковали Царицын. Царицын, когда Волгоград нынешний. А как раз там проходила проторазвёздка, в которой участвовал вот товарищ Сталин. И товарищ Сталин чуть не попал под калмыков, да. Калмыки дошли до Сарепты. Сарепта — это сейчас вот южный район Волгограда, это Красноармейский район сейчас называется. Там немцы в свое время жили. Вот калмыки туда дошли, но в город взять не смогли, и поэтому очень сильно тогда товарищ Сталин Иосиф Виссарионович тогда очень сильно перепугался. Поэтому, наверное, он тоже сохранил такое вот мнение о калмыках, как о неблагонадежных, потому что все-таки для красных калмыки были неблагонадежны в тот момент, поскольку почти все пошли против советской власти. Значит, эти же воины этого же 2 полков в гражданскую войну ранили будущего командующего Жукова, да, то есть вот такие моменты. Жуков тоже сохранил нелюбовь к калмыкам, это тоже есть. Донские калмыки практически полностью выступили против советской власти. На стороне белых. Да, это были наиболее боеспособные части. Достаточно сказать, что 80-й Донской Зюнгарский калмыцкий полк единственный Донской армии, который не был переформирован, остался при одном названии, и поэтому этот полк при отступлении Донской армии белых в Адлере оборонял погрузку, поскольку все были деморализованы. А тогда Красное командование предъявило ультиматум белым на жестких условиях. Большинство полков стали митинговать и приняли эти условия, да, бросали оружие и шли сдаваться. И калмыки с решительным видом ходили и разбирали вот эти брошенные оружия и патроны, да, и поэтому командир бригады, генерал, я не помню, как его фамилия, подошел к калмыку, вот, командиру полка, полковнику Тепкину, и попросил его выставить заслон в сторону красных, поскольку все деморализованы, только калмыцкий полк еще при полном боевом вооружении. Тепкин дал команду 2-й сотни, и та беспрекословно выполнил приказ. И Тепкин остался ждать на берегу эту 2-ю сотню. Там же в горах, между горами и морем проход узкий, поэтому там 1 сотни хватало, чтобы прикрыть. И полковник Тепкин остался ждать, и вот 2-я сотня, выполнив задание, вернулась, и вот тогда он погрузился последний на корабли. Они спаслись, они прибыли в Крым, и из всей Донской армии они прибыли к барону Врангелю, где он формировал новую армию для дальнейшей борьбы с большевиками. Из всей Донской армии пародировать, как пишут, пародировать перед главсюром, главнокомандующий вооруженными силами Юга России, тогда он назывался так, Врангель, было позволено только Зюнгарскому полку, так как он прибыл при полном вооружении. Остальные побросали оружие. Трагичная судьба другого полка Донского калмыцкого. Это 3-й, его называли еще молодой полк.
там в основном молодые ребята служили, они защищали погрузку Белой армии в Новороссийске. И полковник Слюсарев бросил полк, убежал, и командование принял калмык Есаул Абушинов, и они стояли в горах до конца. Очень много посылали гонцов за патронами, да, но никому дела нет, все стремились, вся Белая армия там лезла на корабли эти союзников в Цемесской бухте. Фактически без патронов они стояли до конца в горах Новороссийской. И вот когда последний пароход покинул Цемесскую бухту, ну, ребята вынуждены были сдаться, и, как говорят очевидцы, этот полк провели сквозь строй красных, и каждого второго калмыка рубили шашками. То есть до того такая ненависть была у красных калмыкам за то, что они вот до конца остались верны царю и отечеству, и дух не потеряли. И сейчас, вот я же говорю, почему-то замалчиваются эти случаи, да? Почему-то не говорят. Я позавчера об этом говорил, я был в Адлере, там на этом месте там грузились на корабли союзников, там Белая армия уходила отсюда. Там, да. Почему не написать, что погрузку обеспечивал, безопасность погрузки обеспечивал 80-й Зеленогорский калмыцкий полк? Почему об этом не написать? Почему в Новороссийске не написать, что героически здесь погиб 3-й молодой калмыцкий полк, защищая Белую армию, да, на погрузке? Почему об этом? Что здесь такого для России неприемлемого? Наоборот, мне кажется, это даст толчок для объединения вообще внутри России всех народов, потому что, ну, увидят, что, да, действительно, страна благодарна своим героям вне зависимости от происхождения. Угу. Я где-то читала, что один из белых генералов известных имел наполовину Корнилов. был калмык. Генерал Корнилов, да. Ага. Там, ну, там казахи говорят, что он казахи, ну, уже к этим их высказываниям то серьезно не относится, да, после того, как они Москву основали, и Рим тоже. Да, говорят, что у него калмык, и меня вообще-то в честь него и назвали, потому что его имя, его настоящее Лари. У кого? У генерала Лари, да. Корнилова? Лари Корнилов, да. Его калмыцкое имя Лари. И его потом, просто он, когда уже офицером стал, он поменял это имя. Лари Корнилов. То есть он был... А он по матери Корнилов. Ага. А По можно отцу у него какая-то фамилия, вот, можно честно говоря, не помню. Я же помню, что я же помню, что мне еще давно говорили, а как же тебя назвали-то в советское время в честь белого генерала, да? Потому что имя такое было. Это имя у калмыков очень было распространено. Я был маленький, у нас очень много стариков было с отчеством Лариевич. Угу. То есть Лари, вот вообще по-калмыцки Лари через букву пишется, но по-русски писали Лари. И вообще ударение на последний слог. Угу. Оно означает, я знал, это буддийское имя, оно означает навес над Буддой по-тибетски. Лари. Угу. А про генерала Корнилова что еще можно сказать? Ну, про генерала Корнилова единственное, что могу сказать, что все сходятся во мнении, если бы генерал Корнилов остался жив, возможно, война пошла бы по другому сценарию. Возвращаясь к гражданской войне, вот как досталось калмыкам. Просто процитирую. Я хочу пока напомнить телефон прямого эфира 588-300. Можете смс отправлять на номер 8-924-457-8908. СМС, Вайбер, Телеграм-канал. Угу. Значит, при отступлении Белой армии под Новороссийском есть сейчас город Крымск. Это была станица Крымская. И там целый обоз, несколько тысяч калмыков, мирное население, стариков, женщин, детей, красные нагнали и устроили резню. То есть убивали всех. И там же был младший брат моего родного деда, будущий, ему было всего 12 лет, он будущий основатель и первый директор Калмыцкого научно-исследовательского института. И с мамой был, с бабушкой, и с мамой Дильгир со своей был, и сестра Дильгир была, и мама их. А мама была слепая. И вот красный подъехал, и она сидит слепая, он ее шашкой ударил, и голова надвое. А они спрятались под телегой, сидели там, они видели, как старика одного зарубил. Старик прячется между лошадьми, а красный его все-таки рубил и все-таки достал, да?
Значит, потом они вышли, вроде успокоились, вышли из-под телеги, и тут идут двое красных, и один с таким каким-то говором таким вот южнорусским, украинским говорит, и он говорит, хорошо, помню, как он сказал, снимает винтовку и говорит, всех вас бисево плеба под корень, и стреляет, и попадает вот братишке моего деда в ногу. А второй, таким, говорит, волжским окающим акцентом каким-то, берет прикладом, бьет этого своего товарища и говорит, ты что, это же дети. И кидает бинт Дильгир, говорит, перевяжи его. Перевязал, он взял меня, говорит, на руки, отнес до первой хаты там вот станицы. И так они спаслись. И вот они, говорит, вспоминают, едут, говорит, какие-то азиаты, говорит, в фуфайках, такие красные звездочки. И Дильгир побежала к ним, по-калмыцки кричит, и один из них достает револьвер, и так на нее направил, и так, шутку так типа выстрелил. Потом оказалось, это китайцы, китайские добровольцы, которые воевали вот на стороне красных тогда в гражданскую войну. Там, кстати, им памятник в Владикавказе стоит. И вот такие истории рассказывают. Они потом попали к одному казаку донскому, кубанскому, там помогали ему, выжили, потом какой-то моряк из Дона, не казак, моряк шел красный, увидел азиат, понял, что это калмыки, говорит, вы что, с Дона? Да, я тоже, пойдемте, и, говорит, вместе. И так вот они вернулись на Дон, Дильгир быстро вышла замуж, потому что, ну, чтобы с голоду не умереть там за калмыка. И вот из 13 станиц всех калмыков, которые остались живы, донские, их собрали всего там в 2-3 станицах, по-моему. То есть очень сильно донских калмыков побили на тот момент. И я хочу вот процитировать. А, кстати, когда вот этих несколько тысяч порубленных под Крымском калмыков, женщин, стариков и детей увидел будущий красный командир, дед Кирсана Илюмжинова, его тоже звали Кирсан Илюмжинов, его именем названа улица у нас в Элисте, он застрелился. Дед Кирсана Илюмжинова застрелился, когда потому что он увидел... красный командир, и он увидел, что сделали красные с его народом. Он застрелился, да, это такой случай был. Я процитирую. «Погиб целый народ Калмыкии», писал в своих заметках великий русский писатель Иван Бунин в 1920 году на страницах издаваемой в Париже газеты «Общее дело». Говорят, их погибло только на Черноморских берегах не менее 50 тысяч, а ведь надо помнить, что их и всего-то было 1250. Тысячами, целыми вагонами доставляли в Ростов, и богов их, оскверненных часто на куски разбитых, в похабных надписях Будд. То есть грабили наши хурулы, дацаны. Значит, вот в Большедербецком улусе там очень сильно досталось этому улусу. Это на границе со Ставропольской губернией. Ставропольская губерния была крайне недружелюбна к Калмыкии, потому что там, вот, ну, я же говорил, калмыки имели право иметь 37 гектаров земли, и ставропольские крестьяне 3,5 гектара, да? Естественно, они с вожделением смотрели и с завистью. И когда большевики пришли к власти, гражданская война, они этим воспользовались. Вот эти ставропольские крестьяне такой вытворяли в Большедербецком улусе. Там вот на временно освобожденной территории от красных вот есть белогвардейцы, на тот момент документировали зверство красных. И вот эти документы хранятся в Берлине, где-то в архиве. Там написано о том, что калмычек насиловали, некоторым вырезали половые органы, значит, детям отрезали уши, в хурулах ходили как в туалет, узнали, что там лама, который сходил в Тибет, здесь покоится. Они вырыли эту могилу, и вместо нее закинули туда свинью. Значит, это натуральное такое святота, это натуральное какое-то, я не знаю, это же даже не средневековье. Это все записано вот Буниным, Бунин писал. И вот Большедербецкому улусу очень тоже сильно досталось, как и донским калмыкам. И я думаю, что радиослушатели могут судить, каково было калмыкам в период гражданской войны. И еще один такой факт. Из этих вот 280-300 тысяч где-то половина была убита. Ужас. Если вот вы сейчас интересную историю рассказали о дедушке Кирсана Илюмжинова, его полного тезки, да, получается, все-таки некоторые калмыки переходили на сторону красных. Вот и знаменитый шолоховский Тихий Дон, да, вот он рассказывает о том, как там семьи делились красных-белых.
сколько вот процент калмыков перешло на сторону красных? Большинство же все-таки за белых были. Подавляющее большинство. Вот уже Бернштама написано, что даже принудительными мобилизациями не смогли набрать. Да, у них там была сначала сотня Джалыкова, да, но там все пишут, ну, действительно, это была тоже отчаянная сотня такая. Потом чуть расширилась. Допустим, из 4 братьев моего деда, он третий брат. Вот это 12-летний еще младший и 2 старших. Так вот, мой дед Улан, он был за красных. Угу. Потому и он и Улан. Угу. А младший 12-летний, он уходил с белыми, там тоже вот маленький. Значит, второй брат был Гелюнг, естественно, он за белых. Ну да, лама. И старший брат Санджи, самый такой жесткий из всех дедов, он тоже был в 80-м в этом знаменитом полку воевал. Он тоже ушел с белыми в Чехословакию, туда, за границу. Потом, когда объявили амнистию, он вернулся. И ему очень повезло, что не репрессировали. Даже потом же все равно репрессировали 30-е годы, да, но... Так вот такая вот судьба. И, причем дед, который красный, он потом, когда на Дон вернулись, вот Делгиры с раненым еще братишкой, он нашел их. Ваш дед? Да, у русского одного казака, они там помогали, он их кормил. И они рассказывали такую историю. В это время скакали казаки, вот эти, гуляй-поле, да? Уже гражданская война практически закончилась. И казаки еще оставались, которые партизанили, там, воевали, там, но они уже смертники были, они понимали, что они погибнут. А дед Улан достает наган, а ему русский казак говорит, что, типа, дурак, что ли, сейчас они тебя убьют, и братишку твою. Спрятали его, а казаки прискакали, говорят, что, давай, дед, накрывай там на стол, сейчас, и режь барана, там, гулять будем. А этот что за пацаненок? А этот говорит, да, этот калмычонок, у него красные, говорит, всех родных убили. И один казак, такой бандит, подходит и так ему, говорит, за голову гладит, по голове гладит и говорит, ничего, пацан, мы еще этим краснопузам покажем. Вот это, говорит, хорошо помню вот эти. Вот такие истории рассказывали. Причем эти истории слушал в советское время. Да, то есть живые свидетели тех времен. Да, я уже имел историю другую, чем вот в школе, да, вот многие там со школы приходили, да, светить с кострами, я имел, я не скажу, что я был прям такой антикоммунист или прочее, да, никогда им не был, но у меня уже было представление об альтернативной истории, да, вот судя по этим небольшим рассказам, то есть, ну, если отец мне такие рассказы рассказывал, значит, он мне доверял, то есть я такие рассказы в школе никому не рассказывал вообще, потому что нельзя было это делать. Понятно. А почему ваш дедушка был за красных? Потому что ему было тогда 17 лет, и он сначала пошел к белым. Ага. Но потом их несколько человек попалось красным. И красные не стали их расстреливать, а сказали, видят, что молодые совсем пацаны, говорят, давайте к нам. Угу. Чего вы там, говорит, с ними? И вот он так не попал. В принципе, хотя... Как оказалось, мы аристократических кровей, но на тот момент мы не были зажиточны. Наша фамилия. Mm-hmm. И, наверное, так получилось, и я думаю, что вот так карма распорядилась, и, наверное, может быть, это так и нужно было, потому что, ну, чтобы мы, может быть, я потом не родился, и другие бы не родились, и чтобы мы потом делали бы там на Западе. И, наверное, мы здесь, как и мой отец, и другие были нужнее. Тоже мой дядя родной, братишка моего отца, да, генерал, который боролся с коррупцией в 80-е годы. И реально он их победил в Калмыкии. Тогда на тот момент сам полетел, но ту мафию старопольскую он из республики вытеснил. То есть у каждого свое какое-то предназначение было очевидным. Вот, там, по тем делам, по тем свершениям, которые сейчас мы можем наблюдать за этим, анализировать. Да, я вот сейчас считаю, что, наверное, так карма распорядилась. Наверное, если бы дед Улан был бы за белых, ничего бы этого уже не было бы, да? Наверное, так нужно было. Наверное, наш род такой, чтобы что-то внести свое полезное вот для нашего народа. И вообще, может быть, для всего монгольского мира.
Да. Напоминаю, телефон прямого эфира 588-300. СМС принимается на Вайбер и Телеграм Бурят ФМ на 8-924-457-8908. Мы рассказываем сейчас о гражданской войне, которая, получается, прошлась по калмыкам особенно вот трагично, расколола семьи, да, ну, наверное, везде, во многом. Ларина, давайте теперь подробнее о том, что делала калмыцкая белая иммиграция, куда сначала эмигрировали калмыки, вот белые, которые поддержали белых. Потом перейдем к тем, кто остались. Ну, сначала, в основном, в Турцию, тоже 80-й Зюнгарский полк. Ага, к нам звонок, прямой эфир. Алло, Сэмбана. Сэмбана. Я прерву немножко. Туяна, да? Да, Туяна. Вы радио у себя выключите, а то эхо идет. Валюлова, я. Ага. Анна Владимировна, фамилия кім? Зандуева. Зандуева, да? А мы, наверное, прямой передаче живем? Да, вы сейчас в прямом эфире сами находитесь. Звоните в прямой эфир. Угой, монодыр кяхтың удыр. Усхыдыр бихоре бурят. Зандуева хынгжеттекін. Туяна. Бахал Туяну, усхыдыр Туяну, бахавайнамны. Би багади. Да? Удыр бухынды тақдыкын год. Би удыр бухынды гарнаве. Тені годы, худейлі қарты год, теге, мана ішінде бухын, худейлі қарты ком теге. Тритне, вот постоянного времени нету, потому что удырвары ондо диалекты волнахаем будет радиоведущим ты хорулдоты яныбде, гарныбде. Ну, в принципе, удыр бухында, да. Ну, удыр бухында, нығыдашың нығы удыр кара қойымде. Так-то удыр бухында. Ага, Саша да гаржыл байхыбде. Ну ладно, ханин хумбанда зе. Ага, таныт асудыл тапхакта. Уйненил саббулда асудыл багаймда хулдын төр гордовико имдо цхатыр хылхимапта. Хылха. Хылха. Ага. Зе. Байырла. Байырте. Ака Городовиков, да, известная личность, он сподвижник Буденова, вместе с ним начинал вот эту свою революционную деятельность. Впоследствии он стал командующим кавалерии Красной Армии, командовал в Гранжарскую, командовал второй конной армией. То есть и сами вот белые калмыки признают, что тяжелее всего было с его второй конной армией воевать. Потом он участник установления советской власти в Средней Азии. То есть он командовал там в горах Памира, помогал, когда там с голоду люди умирали, когда снег выпал, он сумел организовать доставку продовольствия. В общем, да, он в этом плане, да, он сыграл большую роль в деле красных. Тем не менее, все-таки подавляющее большинство калмыков пошло за белых. Вот сейчас очень интересно, это вот знаменитый генерал Городовиков, да, с его карьера военная начиналась гражданскую войну. Ака, да, Басан Бадминович, это его племянник, который герой Великой Отечественной войны. Мы сейчас говорим о другом. Ака, это его дядя, Ака Городовиков. Это красный командир. Понятно. Мы попросили вас перейти к рассказам о белой эмиграции, именно калмыцкой белой эмиграции. Вы начали говорить о том, что сначала калмыки эмигрировали в Турцию, ну, наверное, как вся белая эмиграция, да, через Черное море. Затем они расселились в странах, ну, вместе с русскими, допустим, эмигрантами, там, Болгария, Чехословакия, славянские страны, Югославию попали. В Югославии, кстати, построили в Южной Европе первый буддийский храм, именно калмыки. Кстати, премьер-министр Югославии помогал очень сильно. Помогали местные коммерсанты. Югослав, вот, к сожалению, я забыл их фамилию, да, но я предлагал, и, по-моему, дважды предлагал рассмотреть вопрос о названии одной из улиц Элисты именем вот этого их отца, который бесплатно выделил строительные материалы и прочее на строительство буддийского храма, да? Это в каком городе Югославии? В Белграде. В Белграде построили калмыки, да, построили, да. Но во время боев за Белград в 44-м, да, 45-м, 44-м, он был разрушен. И сейчас на его месте еще там то ли магазин, что ли, стоит. Но сам факт того, что серб, который никакого отношения к буддизму не имеет, выделил бедным
чуть ли не нищим калмыкам, которые без ничего прибыли туда. Стройматериалы и часть денег для строительства храма, это говорит о многом, да? Потом белая миграция попала, вот я говорил, как старший брат моего деда попали в Чехословакию. В Праге команда русско-калмыцкой гимназии в 30-м году, в которой играло из 11 человек 9 калмыков, 2 русских, стали чемпионами Чехословакии по футболу среди этих учебных заведений. Там же они сыграли, дети иммигрантов потом сыграли большую роль в спорте, допустим, этой страны. Допустим, Санджи Иванчуков играл за пражскую «Спарту» и за сборную Чехословакии по футболу в 30-е годы. На тот момент чехословацкий футбол в 30-е годы был одним из сильнейших в Европе. Забыл фамилию. Другой калмык играл тоже за Викторию Жишков, тоже команду высшей лиги чехословацкого футбола там. Потом уже я позавчера говорил о Джаркаевых, да, то есть сын астраханского калмыка и польской иммигрантки Жан Джаркаев был капитаном сборной Франции в конце 60-х годов. Его сын Юрий Джаркаев, чемпион мира по футболу, да, Европы. Вот, вместе с Зиданом играл, великая французская команда в 90-е годы. Я еще хотел бы... Сегодня день Кяхтинских, да? Да, вот я интересно, мы касаемо гражданской войны, да? Хочу интересную историю рассказать. Значит, вот на границе колокольня стоит, прямо вот на границе, да, в Кяхте. Она тоже имеет отношение к калмыкам. Вот. Сейчас удивитесь, наверное. Во время боевых действий в Монголии, вот, по-моему, 20-21 год, когда прикомандированные калмыки как раз через Бурятию шли в сторону Монголии помочь Сухибатору. И в этот момент отряд Сухибатора шел на воссоединение с калмыками к Кяхте. А также туда шел отряд Богдогигяна, который хотел помешать воссоединению вот Сухибатора с калмыками. И был такой у нас Наминханов, настоящего фамилия Юнзуков. Он большая часть вот этого семейства Юнзуковых эмигрировала. Кстати, потом потомок Юнзуковых играл за футбольный клуб Тулуза во Франции. Вот он их родственник. Но так как он относился к какой-то аристократической семье, тем более многие родственники эмигрировали, он себе фамилию поменял в гражданскую войну на Наминханов, то есть хан науки, да? И перешел красный. Да, он красный, за красных пошел, да. И вот этот Наминханов, он засел с пулеметом на этой колокольне и отсек отряд Богдогигяна, потому что там те буквально на 20 минут опоздали. И таким образом Сухибатор сумел соединиться с калмыками, прикомандированными из Москвы. И в дальнейшем вы все знаете эту историю. Он победил Сухибатор, но потом калмыки и буряты участвовали в становлении вот новой Монголии, когда организовывали для них там министерства, там другие организации, государственные структуры. Вот как раз те калмыки были, и до сих пор в Монголии есть прическа короткая, она называется хальмык, то есть калмык. Да, вот по-ихмайски скажете хальмык, вас постригут как коротко, как офицера. Вот она пошла оттуда, потому что эти офицеры были ГПУ калмыки. Поэтому прическа пошла оттуда, хальмык. Давайте еще раз вернемся к белой иммиграции, да, которые эмигрировали. Сколько примерно калмыков белоэмигрантов насчитывалось тогда? Ну, по тем данным, которые приводились в советское, постсоветское время, там, чуть больше 2000. В 50-х годах многие перебрались в Соединенные Штаты. Там была крепкая диаспора, очень серьезная. Да. Кстати, многие жили в Германии. И даже когда Гитлер пришел к власти, там где-то в Ютубе есть такой немецкий пропагандистский фильм про калмыков. То есть немцы показывали калмыков, живущих в Германии, тогда это уже фашистская Германия была. И, кстати, немцы очень хорошо готовились к вторжению, потому что когда они пришли в Калмыкию в 1942 году, они уже привезли с собой готовые учебники на калмыцком языке. И как говорят, что на тот момент, забегая вперед, скажу, что доктор Дол такой был пропагандист немецкий, сам выходец из советских немцев. Он говорит, доктор Дол с радистом и с водителем
очень быстро победили всю советскую пропаганду в Калмыкии. Почему? Потому что только одним они разрешили открывать хурулы и молиться. Мгм. Ну, это опять мы вперед забежали. Говоря о белой эмиграции, я бы тоже хотела сказать, что мне посчастливилось в Нью-Йорке встретиться с Джижей Андреевым, калмыком, как раз потомков тех белоэмигрантов. Вот у него, по-моему, родители эмигрировали как раз из Югославии. Вот он тоже рассказывал их воспоминания, как они умели заниматься строительством, оказывается, да, как они обосновались в США, построили в США тоже буддийские храмы. Несколько буддийских храмов, да. Нью-Джерси, И да, вообще очень фактически они явились теми, кто привел активный буддизм в Европу, а затем в Америку, да. Я уже говорил, что в Америке были буддисты от Theravada, да, с Китая, там, допустим, с юга Китая или там с Таиланда и прочие переселенцы. Но они были в своем собственном мирку и прочее. А вот активную деятельность начал вот Геше Вангьял, наш калмык, который построил там буддийский центр под Вашингтоном где-то. И его первыми учениками были очень серьезные люди, американцы, поэтому там буддизм получил какое-то распространение. И вот отец Умы Турман, актриса Роберт Турман, который, да, потом впоследствии после Геше Вангьяла они поехали учиться в Индию к Далламе. И вот до сих пор они считаются очень авторитетными буддологами вообще в буддийском мире. И именно вот я же говорю, что у айратов какая-то вот миссия вот нести вот учение наше куда-то, распространять его, наверное. Хотя миссионерство в классическом виде в буддизме отсутствует. Мы не ходим там с брошюрками, там, не вызываем на откровенные разговоры о Боге и прочее, прочее, прочее. В буддизме такого нету. Да. Во-первых, это делается из уважения к другим религиям. Да? Это некрасиво, когда ты говоришь, давай переходи к нам. Мой Бог лучше. Да, вот это. Ну, хотя в буддизме Бога-творца нету, да, Будда не Бог. Да. И ничего не отнимает, ничего не дает, потому что основа буддизма — это причинно-следственная связь. То есть какую карма? То есть карма в переводе с санскрита это означает действие. Вот какие действия мы совершаем, такие последствия мы имеем. Поэтому на кого-то там сетовать, что это вот тот виноват или этот виноват, это неправильно по-буддийски. И поэтому у нас отсутствует миссионерство, но мы можем принести свое учение. Если кто-то им заинтересуется, пожалуйста. Но мы никого не будем к себе тянуть, потому что все происходит кармически. Если у вас кармически прийти в буддизм, вы придете. Если вы кармически не предрасположены к буддизму, вы никогда к нему не придете. То есть, ну, по крайней мере, в ближайшей жизни там, или, не знаю, кальпы. В США также я не успела встретиться с Джабом Наминовичем Бурхиновым, тоже калмык, потомок белоэмигрантов, но мы по телефону с ним поговорили, и меня поразило, что, ну, во-первых, у него русский язык еще вот начало 20 века, он Девицын, например, меня называл, да, и меня поразило, что Джаб Наминович Бурхинов, что вот Джижа Андреев, они знали калмыцкий язык. То есть у нас вся вот эти родившиеся там в Европе. Да, в Европе, везде они знали калмыцкий язык. Вот сейчас они уже не знают, ныне родившиеся, а те знали, прекрасно говорили. И причем у них калмыцкий язык такой, ну, дореволюционный, еще от бабушек остался. Вот, допустим, вот сейчас говорят, авэ, да возьми, а они абу возьми. Да. То есть это даже не было буквы В. Как бы вот вы еще сохранили это тоже, да, у вас Б буква, там, Амаршалнап, да, у нас В уже окончание, да, мы там говорим, Ханджанав там или что-нибудь такое, а у вас Б там, допустим. И вот у них такое же, вот, допустим, вы, может быть, видели фильм «Дневная красавица»? Это классика мирового кино, французский фильм 1967 года, Катрин Денев играет. И там в одной эпизодической роли играет калмык Иска Бурхинов. Ну, он известен во Франции как Искахан. Он чемпион Европы по дзюдо, чемпион мира по кетчу. И потом снимался во многих фильмах Жаном Габеном и с Пьером Ришаром вот, в эпизодических ролях. Допустим, высокий блондин в черном ботинке, вот этот азиат здоровый, вот это все, это он. Да, это он играет, это он, да, это Иска Бурхинов. Отец мой с ним встречался, кстати, незадолго до кончины Иска Бурхинова. Он очень был популярный тогда, очень такой, как многие калмыки, такой, как бы сказать, санамур, да, ну, то есть какой-то, ну, разгильдяй такой, да, он мог босиком зайти с двумя девушками в ресторан, там, такой, все его знали. Он жил в Париже, да? Да, в Париже. И вот он в этом эпизоде с Катрин Денев, которая играет проститутку, он
ему сказал режиссер говорить что-то по-калмыцки, да, ну, потому что это, он играл восточного князя. И он должен был говорить что-то по-калмыцки. Ну, кто тогда знал этот язык-то? И он такой начал говорить, этот разгильдяй, что это такой мат стоял, такая пошлость. Там по-калмыцки, да? Да, по-калмыцки. Там все французские калмыки, которые пошли смотреть на этот фильм, гордясь, что их соотечественники зимы. Женщины говорят, мы там со стыда. Потом этот фильм привезли в Советский Союз и показывали нас в Калмыкии. Это было, говорит, что-то с чем-то, да, конечно. Там весь зал там хохотал, женщины там хватались за... Это даже, ну, это не сейчас, там уже более такие современные. Тогда все-таки 70-е годы, тогда это было еще... Традиции такие придерживались, да, женщинам так было стыдно, да, мужчины там со смеху валились. Я, естественно, не буду воспроизводить это все, но поверьте, это очень страшно. И вот это все он по-калмыцки говорил. Потом тоже наши иммигранты имеют отношение к фильму «Звездные войны» знаменитому, да? Там же вот эти инопланетяне такие, как на мишек похожие, да? Они же тоже по-калмыцки говорят. Им текст одна бабушка написала, потому что режиссер сказал, дайте мне речь инопланетную, которую никто не знает. И кто-то из калмыков там работал, и вот этой бабушке даже фамилию вот ее знает даже. Там в Голливуде, да? Да, вот писали фамилию, уже знают ее, откуда родом, откуда она. И она написала текст для них, и вот они это немножко так убыстренно, да, вот сделано, но они говорят, вот это тоже пока. Это вот наши иммигранты тоже имеют отношение к этому. Надо пересмотреть эти фильмы, вот призываю наших слушателей внимательно посмотреть. В Ютубе есть этот момент, просто наберите Катрин Денев, да, вот это «Дневная красавица» или «Искахан», да, там Иска Бурхинов набрать, если в Ютубе, она выскочит. Потому что популярное это видео, там, наверное, все калмыки и не раз пересмотрели уже. Ну, вот такие вещи, да, наши там, ну, внесли свой вклад, конечно, да, вот особенно вот футболисты многие наши, вот я, о которых говорил, там, из сборной европейских стран играли и прочее, прочее, прочее. Но у меня, кстати, книга есть «Династия Джаркаев», где рассказывается не только о Джаркаевых, а обо всех футболистах калмыцких. Я тоже, наверное, в будущем ее переиздам как-нибудь. И в 90-м году, когда праздновали 550 лет эпосу Джангар, американские калмыки прилетели в листу. А тогда было так вот, по-калмыцки говорят, дурундан, запускали всех на взлетную полосу, самолет приземлился, и такая толпа побежала встречать. Тогда же, ну, представляете, да? Родственники, когда не виделись, а тут границы открылись. И первое, что, когда трап открылся, и на летном поле стоят 1000 людей, и первое такое с таким английским акцентом по-калмыцки говорит, сколько много калмыков. То есть они же в Америке не привыкли же к тому количеству, да, для них. Это все равно, что когда я впервые приехал в Улан-Батор, вечером вышел, час пик, столько людей, я сказал, сколько много монахов, да? Сколько наших много. Я их столько не видел. И все на таком родном языке говорят, да? Эй, йо-я, эй, там что-то такие, да? Я стою, мне так, о, сколько много. Вот так же у них было впервые, да, когда они видели все. Тогда это было действительно, ну, что-то неописуемое, да. Мы впервые встретили американских калмыков. Совсем другой образ жизни, совсем другая психология. И я помню, я был молодой совсем, и отец сидел, и один французский калмык. И я просто сказал, говорю, что-то речь о политике зашла, вот 90-й год, уже перестройка, уже там нищета же, помните? Я говорю, ну, наверное, одной партии хватит уже рулить, надо же все-таки плюрализм мнений и прочее, 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 сказал тогда. И этот французский калмык так на меня посмотрел, удивился, и его отца спрашивает, а так молодежь многие здесь думают? Отец говорит, да, многие. И он заулыбался. То есть он понял, что калмыки, ну, не скислись еще. То есть они хотят чего-то нового, развития и прочее. И на молодежь они тогда взглянули с другой стороны на нашу. Вот если возвращаться к Иска Бурхинова, да, интересно вы рассказали, я думаю, сейчас все буряты захотят посмотреть этот фильм «Дневная красавица» Катрин Денев, «Звездные войны». А вот можно, не называя слова, в калмыцком языке есть маты? Допустим, в бурятском языке их практически нет. Есть просто название физиологические. Есть маты, есть еще можно уже... Просто можно еще пошло сказать же. Можно еще там такие... Есть обороты, да. Ну, он очень пошло говорил, очень с матом, да. Там, ну, он сам по себе был
такой разгильдяй, я же говорю, он мог босиком в ресторан зайти с 2 девицами под мышками. Ну, хулиган был, Хулиган да? был. Ага. Ну, я думаю, в какой-то мере, может быть, он успел познакомиться с нашим тоже бурятским белым мигрантом. Инкижинов великий был артист, который играл потом у Чингисхана. Возможно, но вот когда тоже умер в Париже. Отец говорит, что когда мы шли с Иской Бурхиновым по Парижу, он уже был в возрасте. Парижане все, бонжур, все его узнавали. То есть он очень довольно популярный был тогда. Завершая часть нашего рассказа о калмыцкой белой эмиграции, такой вопрос. Несколько лет назад к нам приезжали из Тайваня калмыки. Как они там оказались? Ну, это в основном тургуды из Синьцзяня, которые потомки ушедших с Волги. Сначала пришли в Синьцзянь, потом во время гражданской войны в Китае они ушли вместе с Чан Кайши. Это те. Это уже другие. Да, это уже другие. Айраты, получается. Да. Ага. Так, давайте вот мы, завершая рассказ о калмыцкой белой эмиграции, тем более вы так весело рассказали, все-таки послушаем одну веселую калмыцкую песню, эстрадную уже. Но она как бы не веселая, потому что все-таки там парень с девушкой прощается, и как бы он грустит, но песня просто эстрадная, это уже не такая патриотичная, там, народная, как у нас калмыки любят, а эстрадная, что в Калмыкии эстрада тоже есть. Ну да. Так, давайте мы этой песней завершим наш период калмыцкой белой эмиграции.
чи мені бісить. Сагэ Ильиса. Колесо времени. Ларин Аранович, песня завершилась словами «Чи мені бішить», это «ты не моя», да? Да. Ага. Но Как там, идет наверное, эта многие песня? подумают, как это он «Сянбя» говорит, там «привет, и ты не моя». В калмыцком языке «Сянбя» — это «до свидания», «Сянбя» — «до свидания» во множественном числе. Если в монгольских сказать «Сянбай», ну, там «здравствуй», то у нас, наоборот, при прощании говорят. Не, ну, видите, у нас «сэнбэно» это как бы вопрос «хорошо Да. ли ты живешь?» и отвечаешь «сэнбэно». А у вас, прощаясь, говорят Прощаясь, «хорошо говорят, живи», да? Да, «хорошо «Сэнбэ». живи», «Сянбя», там, Ага. пока. Ну, типа, Мгм. пока уже. Ясно. Продолжаем тему гражданской войны. Дорогие радиослушатели, напоминаю, в прямом эфире вы можете задать вопросы по телефону 58830 или же написать в СМС на Вайбер и Телеграм по телефону 8 924 457 8908. Теперь мы давайте поговорим о тех, кто воевал на стороне красных. Ну вот в том числе ваш дедушка, вы уже немного о нем рассказали, о калмыке Наминханове, который с колокольни Кяхтинской церкви, которая стоит прямо на границе у нас, да, стрелял по войскам Багдо-Гэгена. То есть он же все-таки был буддистом или он уже перековался в Да нет, ну атеиста как красные красного? могут быть буддистами, если они приняли сторону красных, которые уничтожали монастыри, да, буддийские, репрессировали буддийских лам, да. Я вообще, ну, никому ничего не желаю, но я думаю, что стреляя по отряду Багдо-Гэгена, я не знаю, сколько какую карму надо потом себе иметь такую. Ну, не завидую я таким людям. Как бы там ни было, но Багдо-Гэген все-таки человек, признанный в буддийском мире и святой человек. Мгм. Да. Ой, еще я вот забыла совсем, что среди бурят очень известен калмык белый эмигрант Эренджан Харадаван, Да. потому что его книга у нас продавалась, вот у меня она была, очень многие ее читали. Можно немного вот побольше рассказать об Эренджан Харадаване? Ну, я о нем подробно не знаю. Я единственное могу знать, что он в Чехословакии жил и работал очень много, писал там. И да, его вот про Чингисхана книга хорошая, там работа, да. И я его просто запомнил очень хорошее выражение, когда он написал о гибели Джунгарии, что погибло ядро айрат калмыцкого народа. И с гибелью Джунгарии айраты калмыки сошли с исторической сцены. Вот это я хорошо запомнил его слова. Когда я это все в 90-е годы прочитал, для меня это же после советского времени как-то по-новому все открывалось. Да, действительно, потом уже как бы вот уход Убышхана, это уже добивание айрат калмыков было. А то, что ушли с политической сцены, это вот именно с потерей Джунгарии. Действительно, Джунгария была ядро айратов. Это мощное, малочисленное, но мощное, очень сильное государство. И я так понимаю, что оно держалось за счет именно наших сокюснов буддийских, потому что не прими эту веру, да, кто бы что ни спорил, не добились бы они такого успеха с таким маленьким населением. Только без поддержки высших сил, ну, невозможно это сделать. Ну, 600 тысяч человек, 150 лет не просто воевать, отражать атаки, а еще наступать, а еще иметь влияние на весь регион. С такими огромными империями, как Россия и Китай, конкурировать, знаете, ну, попробуйте сейчас с населением 600 тысяч. Да 6 миллионов попробуйте с кем-нибудь поконкурировать. Столько могли поддерживать такие буддийские сокюсные, которые тогда поддерживали. Да, естественно, почему, спрашивают, почему проиграли? А потому что ничего вечного не бывает. Побед вечными не бывает. Если ты когда-то выиграл, ты проиграешь. Но за счет того, что мы приняли буддизм, мы не исчезли совсем, хотя могли бы исчезнуть. Еще хотел бы сказать, когда в период Джунгарии, когда с маньчжурами воевали, были тантрические отряды. Да, об этом все знают. И маньчжуры, как язычники, в основном язычники, у них элита потом приняла буддизм, да? Элита поняла силу буддизма, начали принимать. А вот маньчжуры-язычники, они, видя вот эти тантрические отряды, они считали, что в этих людей вселялся этот дух их, и поэтому они очень сильно боялись. Их было мало, потому что все-таки тантра — это тайное учение, и добиться высокого духовного уровня это не всем дано. И, ну, вот представляете, человек в минус 30 градусов может полуголый на лошади скакать. Сколько человек простой выдержит на минус 30 с голым торсом? Минут 5 и умрет, да?
Они могли воевать. Это что-то сверхчеловеческое было. Это можно добиться только очень серьезными, высокими духовными практиками, да, буддийскими, такого уровня. Они были какой-то момент. Наверное, я так считаю, что они должны были показать силу свою и уйти. Потому что в период упадка они не могут быть с нами. А так как по-буддийски мы сейчас живем в Кали-югу, Кали-юга — это время упадка, время правления демонов, то естественно, что наши победы не могут быть долгосрочными, да, когда Кали-юга будет уходить, ослаблять, тогда да, тогда мы будем выходить на более высокий уровень. Угу. Мы переходим к тем, кто воевал на стороне красных. Вы уже назвали 2 известных фамилии, оказывается, дедушка Кирсана Илюмжинова, его полный тезка Кирсан Илюмжинов, да? Говорите, покончил же самоубийством, увидев, что сотворили с его одноплеменниками. И дядя знаменитого генерала Городовикова, Ака Городовиков, да. И какие еще известные есть красные командиры Калмыкии, те, кто воевал на стороне красных? Ну, Джалыков, вот один из первых командиров, который вот, говорят же, про него даже его противники говорили, что его сотня первая, вот, которую он организовал, она была отчаянной, действительно, да. Там таких красных командиров, как Городовиков, допустим, Джалыков, таких вот общеизвестных в России, наверное, таких не найти. В основном за белых воевали. Но белые-то, они, конечно, в советское время были в забвении, да, о них никто не говорит. Но Городовиковы, да, действительно, они, это гордость, Басан Бадмич, особенно Герой Советского Союза, гордость калмыцкого народа, да, потому что он первым организовал партизанское движение в Крыму в 1942 году, и первым его дивизия вышла в 1944-м границы Советского Союза, за что он получил Герой Советского Союза. И мало того, его очень любят за то, что он в 1962 году, возглавив республику, лежащую в руинах, да, калмыки начали с 1958 года, примерно с 1957 возвращаться, но там никто ничего не делал. Ничего не восстанавливалось, ничего. Очень проблемы были с жильем. В 1962 году возглавил Басан Бадмич, и он руководил республикой 17 лет. Ну, вот. Я думаю, мы об этом более подробно и вот расскажем. Вот его за это и любят, что он поднял Калмыкию, да, не просто как боевой генерал. И, ну, так, в принципе, таких прям известных на всю страну офицеров за красный, который воевал, я прям не припомню. Ну, даже сегодня мы узнали много интересного, в том числе о дедушке Кирсана Илюмжинова. Скажите, пожалуйста, вот вы интересный эпизод там отметили, что были китайские добровольцы, которые воевали в рядах Красной Армии, да? Их тоже было очень много у нас. И я призываю наших радиослушателей посмотреть внимательно на площади революции, памятник борцам за революцию, вот такой 4-гранный, на одной из граней иероглифами есть надпись, да, памятник борцам за революцию. И более того, наверное, малоизвестный факт, вот этот любимый фильм про гражданскую войну «Неуловимые мстители», помните, да, там цыганенок Яша играет, на самом деле в книге там играет был мальчик-китайчонок. Просто когда фильм делали в период плохих отношений с Китаем и поменяли китайчонка на цыганенка. Вот такая вот у нас тоже интересная история. И, Ларри Наранович, мы сегодня будем завершать вот этот большой период, как вы говорите, о котором вы рассказывали, начиная с начала 20 века. Мы говорили о революции, говорили о гражданской войне, и в том числе вы упомянули о том, что отправляли калмыков сюда, в Бурятию, да, помогать Рокоссовскому, в Монголию. Сколько примерно и почему вообще их отправляли так далеко? Только потому, что соплеменники, да, язык? потому что язык, потому что помогать становлению советской власти, побеждать, потому что здесь же очень сильную помощь монголам в борьбе с китайцами оказывал, с одной стороны, калмык Санаев, да, известный в истории как Джалама, да, но в царское время еще, после революции, он вышел из-под контроля и уже фактически создал свою диктатуру, да, в Гоби, Западную Монголию, как бы чуть ли не отделил. Для Советской России нужна была единая Монголия, поэтому необходимо было командировать сюда людей. С другой стороны, барон Унгерн действовал, да, который помогал. Поэтому Советы, естественно, послали сюда. Кстати, с переправкой барона Унгерна на территорию Советской России тоже вот эти калмыки участвовали, да, Бимбаев и прочее. Вы как раз упомянули Джаламу,
о котором мы уже говорили, когда рассказывали про последнего джунгарского князя Амурсану, который похоронен у нас в Селенгинском районе. Вы рассказывали, что многие монголы считали, что перерожденец этого Амурсаны Джалама. Да? Потому что была вот эти все века, которые Монголия, Халха находилась, и Западная Монголия находилась под властью Китая, среди населения Монголии ходила такая легенда, что Амурсана переродится на территории России, вернется и вырежет всех китайцев. И он появился, Джалама, который пришел, и он назвал себя Амурсаной. Я перерождение Амурсаны. Естественно, в него поверили. Особенно в него поверили, когда он собрал местных жителей в Западной Монголии и с целью добыть оружие, фактически, с голыми руками они там, с чем все было, там кремнии ружья доставали, еще древние кремнии ружья где-то из-под полы доставали и атаковали китайский отряд из 100 человек. Вот представляете, 200 человек стреляло, вообще не попали в Джаламу, и кто рядом с ним скакал. То есть это сразу среди монголов такое, пошло поверить, что это действительно это Амурсана, он неубиваемый, поэтому за ним пошли очень многие. Поэтому, с одной стороны, если так по-буддийски смотреть, возможно, вот это и произошло. Может, Амурсана действительно переродилась. Будьте добры, чуть-чуть подробнее о Джаламе и почему его голова заспиртованная находится сейчас в Кунсткамере в Санкт-Петербурге. Джалама, подозревает, я тоже сторонник этого мнения, он выполнял указания царского правительства в свое время, потому что когда в 1910 году начались боевые действия в Китае, вот это пошел процесс революции, революционные процессы, значит, естественно, Россия хотела воспользоваться этим моментом и все-таки Монголию оторвать от Китая. И почему все думают, что он действительно выполнял задание? Почему? Потому что, во-первых, он появился в Западной Монголии, организовал все это, но при... В каком году это было? Это было 2010-2011 год, когда это все началось, вот эти революции в Китае, там боевые действия. Он туда попал и стал выполнять такую роль такого революционера, который там поднял восстание, там все. И действительно он выгнал китайцев в Западной Монголии. Это реально. Но китайские власти официально обращались к российским властям с требованием арестовать Джаламу. Потому что он был подданным России, получается? Он сказал, давайте напомним слушателям, что, говоря о Западной Монголии, мы говорим о том, что до 21 года нынешняя Монголия, она находилась в составе маньчжурского Китая. Да, маньчжурского Китая, да. И Западная Монголия, это соплеменники наши. Да. Он сам Дюрвют, из племени Дюрвют, и там Дюрвюты живут наши айраты. Естественно, с языком. Один язык, он пришел туда, и, используя эту легенду, то, что Амурсана переродится в России, придет, и он пришел. И в него поверили, и российские власти его задерживали, и не раз. Но он опять оказался на свободе, опять появлялся в Западной Монголии. Однажды его заточили, по-моему, в Омске или Красноярский острог, уже точно не помню. Но из этого острога никто не убегал никогда. И вдруг он убегает. Как это так? Потом он появился опять там, и откуда у него оказались английские карабины вообще в большом количестве? Где он мог их достать в Монголии? Окруженный со всех сторон Китаем и прочее, только из России. Кто ему мог поставить? О нем сибирские ведомости о его делах писали. Значит, за ним следили через казаков. Да, казаки сибирские за ним присматривали, там смотрели, что там происходит. Да? А есть фотографии, где он стоит в российской шинели. Дореволюционные фотографии. Есть его росписи, где он расписывается, там это все. Это я был в 2012 году на конференции в Монголии по Джаламе. Вот эти монгольские ученые доказывали, что вот он российский калмык Санаев, он работал на российскую разведку. Но когда произошла... Он потом дела свои сделал, его отправили опять в Калмыкию, его видели в Астрахани, тогда калмыцкая элита, в основном, как сейчас говорят, тусовалась в Астрахани. Это какие годы? Светская. Это ближе к революции уже. Ага. И когда произошла революция в России, он опять исчез из Астрахани и опять появился в Западной Монголии. Но он уже был не подконтролен, потому что революция... Нет. И он, видимо, ему понравилось быть
Воплощение Мамарсаны. Да. И он действительно организовал там чуть ли не свое государство. И вот калмыки были посланы, чтобы объединить Монголию, потому что Монголия фактически была уже освобождена от китайцев. Нужно было советскую власть устанавливать. И Советской России нужна была единая Монголия. Поэтому прикомандированные калмыки, мне еще отец в советское время рассказывал, что именно калмыки, хотя есть монгольский фильм, как его монголы вроде уничтожают, на самом деле отец мне говорил тогда еще, что его убили наши Кануков, Бимбаев и другие прикомандированные калмыки. Они пришли к нему в монгольской одежде, с ними были и халхи, там говорили. И все-таки, хоть и айраты, но все равно за эти 200-300 лет на Волге все равно какие-то акценты меняются, да? Да. И тут резко кто-то, отец мне рассказывал, кто-то из калмыков резко заговорил на волжском, калмыцком языке, а он всегда держал тут маузер, Джалама. И в этот момент он отвлекся, потому что он услышал волжскую речь. Родной диалект. Да, скажем. и вот и в него сразу тут же несколько пуль всадили, и вот, говорят, его убивали вот как вот Распутина, чуть ли не так. Он тоже крепкий был. Объясните, почему его называют Джалама? Он ламы, Но что ли? он был монахом, он совершил убийство в монастыре в Тибете. Вот поэтому как бы он... Это, вот сами посмотрите, что за монах такой, который мог у китайца сердце вырвать. Да, вот рассказывали. Там Съесть его, да? С казаха снять шкуру, кожу, извините за выражение. Да, и эта кожа сейчас хранится вот в одном из музеев в Чехословакии. В общем, это очень жестокий человек был. И когда его спрашивали, а как же вы вы же буддист, как вы берете на себя это все? Он говорит, я, беру на себя. Я не боюсь ада, ничего не боюсь. Там, я знаю, где я перерожусь. Он, наверное, считал себя секюсным каким-то. Вполне возможно, это так и было, но когда его убили, потом, по одним данным, это вроде не его голова, говорят, да, но с другой стороны, его же голову отрезали, заспиртовали, чтобы показать всем, да, что он убит. И когда провозили через Ургу, вот в эти дни Сухабатор умер в Урге, когда эта голова была там. Сейчас она хранится в Кунсткамере. Когда я был несколько лет назад там, я познакомился с главным хранителем Кунсткамеры, да, Погорельский. Фамилия на тот момент был он, сейчас его там нет, уже не работает, но тоже, случайно, он был в отпуске, представляете, он в отпуске был, уехал, я захожу и спрашиваю у секретарши, с кем я могу переговорить по поводу, там, я искал тело нашего калмыка, который вот, как Тигелов, он тоже у нас с 1870 года по 1929 год тоже нетленное тело было у нас в шатре, да, потом комсомольцы его вывезли и через Саратов куда-то. Вот я пошел по следам и пришел в Петербург, и вот думал, в первую очередь в Зимнем, в Эрмитаже сказали вряд ли, потому что здесь у нас не хранятся, у нас хранятся там мумии, там фараонов и прочее, да, вот. В Кунсткамере захожу, нет, он говорит, уехал. Я думаю, попал. Разворачиваюсь, и в проходе мужчина какой-то заходит. Вот он, говорит, приехал. А он, говорит, что-то в отпуске забыл что-то и пришел. Представляете, да, вот карма. И со мной встретился. И мы с ним переговорили. Он говорит, да, вот я ему подарил, подарки сделал. Он мне дал разрешил войти в внутреннюю систему, что никому не дается. Я там посмотрел, все обыскал. Поступлений 29-й, 30-й, 31-й, вот эти годы не было таких поступлений нашего, как Бакши его называют, вот нетленное тело. Но, скорее всего, в Саратове, его следы теряются. Потому что они же брали на медицинские обследования, это все, комсомольцы вывезли. Вот. И он тогда мне предложил, нет у нас, значит, может быть, посмотрите своего земляка голову, говорит. Джалама. Я говорю, нет, спасибо, Сухабатор умер, когда голова была в Урге, да. И потом родилась такая идея, вот у нас есть такой Александр Иванович Ильяджинов. С ним, с нашей группой, так сказать, единомышленников обсуждали этот вопрос. И, наверное, еще будем его продолжать. Наверное, будем пытаться это сделать. Мы хотим эту голову Джаламы все-таки
похоронить, кремировать по буддийским традициям. Все-таки не дело, какой бы он ни был, голова человека хранится в кунсткамере. Поэтому мы должны это сделать. Может быть, даже это может и для России будет хорошо. Может быть, это, от этой головы что-то энергетика, может, идет какая-то нехорошая. Ага. Вы упомянули о том, что он в Тибете убил монаха, да? Вот, по слухам, да. Да. Вы еще раз вернемся к этой биографии. Калмык Санаев по заданию царского правительства сначала ездил в Монголию, да, в Западную Монголию, там пытался освобождать их от китайцев. Затем, когда в самой России началась гражданская война. Революция, все, он уже понял, что он уже, нет уже царских спецслужб и прочего. Он вернулся уже Монголию, как сам. Да, как диктатор. Он создал в Гоби, вот там, в Западной Монголии, юго-западной, там он создал уже, фактически свое государство, где жестоко обращался с людьми, конечно, там, да. Кто-то считает его да, он был освободителем в 1911 вот этих годах. Но в 20-м, 19-м, 18-м, 21-м он был уже диктатор, да, там как бы... Он был противником Сухобатора, противником Красного. Он, конечно, он сам за себя был. Он сам за себя был. То есть его нельзя сказать, что он был за белых. Нет, он был сам за себя, сам за да? себя. Диктатор, ага. Ну что ж, тоже интересно, то есть мы много слышали об этом Джаламе, знаем, что его голова хранится в кунсткамере заспиртованная. И давайте, завершая сегодняшний эфир о гражданской войне, о революции и так далее, напомним нашим слушателям, сколько калмыков вот осталось после гражданской войны, теперь учитывая белую миграцию, гибель в гражданской войне. Белая миграция, она была небольшая, я говорю, по разным данным, там погибло чуть ли не половина народа. Из 270 тысяч, 300 тысяч, где-то половина, вот считайте, сколько погибло. Потом голод 20-х годов очень сильно подкосил. У нас звонок в прямом эфире. Алло, Сэмбано. Алло. Алло. Сэмбано. Алло, говорите. Алло, вы в прямом эфире, говорите. Звонок прервался. Ларин Аронович, о чем мы будем рассказывать в следующем нашем эфире? Пожалуйста, проанонсируйте. А вообще мы бы хотели, допустим, от имени бурятских слушателей узнать, как создавались наши автономии, две, бурятская и калмыцкая, в 20-е годы и первые годы власти Советской. Наверное, это уже у всех почти одинаково, как создавались автономии. Я думаю, что мы поговорим вот о том, что творилось в 30-е, 20-е годы, и в основном вот война и депортация. Может, депортация отдельная посвятим? Лучше... тогда война. Лучше... 30-е годы, 20-30-е война, и далее отдельно будет депортация. Да, я думаю, этой большой теме надо посвятить отдельный эфир. Большое спасибо, Ларин Аранович. Будет они гейнихурганы, где мунодер, где хойр, час хорулдопте, танат олндюмы хорот. И, пожалуйста, ваше обращение к нашим слушателям. Бенте манахсы, уднаста бат кишикта дала буинта болтен мана ахнар дунер. Сен бетен. Завтра эфир будет у нас с 4 до 6 часов. С 16 до 18, да? Да. Спасибо. Бурят ФМ. Йырцыгнем.